Здравствуйте! Сегодня поговорим с вами о нарушениях пищевого поведения у детей с сахарным диабетом первого типа в рамках нашей большой темы питания, школы диабета, инициативы Диалюди Беларусь. Меня зовут Екатерина Дудинская, я психолог, мама диадетки. Поехали! У детей с диабетом тенденции к такому поведению возникают довольно часто. Ну и в первую очередь, конечно, это потому, что диабет выставляет определенные свои ограничения. Ребенок должен питаться правильно, ребенок должен питаться, стараться по режиму, ребенок должен учитывать гликемический индекс продуктов, ребенок должен уметь считать хлебные единицы. И здесь очень многое зависит от родителей. Если с самого начала заболевания они учились правильно считать эти хлебные единицы, привлекали к этому ребенка, если они постарались убрать так называемый весь пищевой мусор из своих тарелок, если они убрали к быстрым углеводам легкий доступ, то есть ребенок не может открыть ящик и достать оттуда чипсы, конфеты и так далее, то ребенок довольно быстро принимает эти ограничения и довольно легко переходит на новый режим питания. И надо сказать, что такая солидарность, она идет на пользу не только ребенку, но и всей семье. Ребенок видит, что мама и папа едят то же самое, что и он, и у него не возникает вот этих соблазнов, когда перед глазами или на тарелке, или в холодильнике, или в кухонных ящиках есть что-то такое в легком доступе, что ему желательно не есть. Другая сторона медали – это когда в семье вводят жесткие ограничения. Ребенку просто перекрывают доступ к углеводам, и он в основном питается белково-жировой пищей. Во-первых, это вредно для растущего организма, ребенок должен получать сбалансированное питание, а во-вторых, чем больше запретов в питании, тем больше протестов у вашего ребенка. Причем эта закономерность касается всех сфер жизни. Ребенку нужно не запретить есть углеводы, а объяснить ему, что есть простые и сложные, есть полезные и не очень. И все должно быть просто дозировано и сбалансировано. И если он хочет конфету или он хочет пирожное, то нужно просто договориться о том, когда он сможет это съесть. Или попытаться заменить это на более полезные сладости, но не лишать своего ребенка абсолютно всех вот этих удовольствий. То есть объяснить ему, что сначала нужна пауза, потом мы посчитаем, сколько будет в хлебных единицах это пирожное, потом мы посчитаем, сколько нужно на это уколоть, и желательно присоединить это к какому-то основному блюду, где есть еще овощи, белок и так далее. Следующий нюанс связан с гипогликемией. Мы все-таки стараемся избегать давать ребенку большое количество быстрых углеводов. Но в сам момент низкого сахара быстрые углеводы довольно часто идут в ход. И очень сложно объяснить маленькому ребенку, почему вот сейчас мне эту конфету нельзя, а ночью, например, даже когда я ее не хочу, в меня ее запихивают. Поэтому гипогликемию все-таки лучше купировать специальными для этого средствами. Это может быть декстроза. Не можете найти декстрозу, значит, это может быть глюкоза. Просто рассчитать свою дозировку и объяснить ребенку, что это средство для того, чтобы повысить твой уровень сахара. Конфета – это конфета, а это такая волшебная таблеточка, которая нам нужна для того, чтобы наш сахар был в порядке. Потому что это также вызывает и дополнительные соблазны. Если у ребенка в кармане будет декстроза, для того, чтобы он купировал гипогликемию, когда он, например, в школе или в саду, или гуляет где-то с друзьями, это все-таки одна ситуация. А когда у него в карманах есть очень много быстрых углеводов, то это создает дополнительный соблазн для ребенка и также ведет к тому, что все-таки где-то-нибудь нарушит. Где-нибудь съест эту лишнюю конфету, потому что контролировать себя в маленьком возрасте, да и в большом, достаточно сложно. Тем более мы все помним, что вот эти дозированные средства, во-первых, они не поднимают сахар больше, чем нужно, там четко выверенная дозировка, она не позволяет ребенку переедать, и она не дает вот этих огромных гор скачков сахара, которые мы получаем после сока, либо какой-нибудь карамельки, и который потом довольно сложно сбивается, что позволяет нам лучше компенсировать диабет и более ровные графики нам показывает.
Также очень много зависит от того, как взрослые реагируют на бунты против подсчета хлебных единиц и на манипуляции с едой. Манипуляции, они появляются тогда, когда манипулятор получает то, что он хочет. То есть манипуляция сработала, а срабатывает она тогда, когда взрослый бывает непоследователь. И от своей вот этой чрезмерной любви и жалости он поддается на уловки ребенка. И здесь очень четко нужно помнить все-таки, кто из вас взрослый и кто занимает вот эту зрелую позицию и понимает, почему важно правильное питание, почему важно считать хлебные единицы, почему сейчас в этот момент воздержаться нужно от этой конфеты. Ребенок этого не может. Ребенок живет здесь и сейчас. Он не будет думать о том, что будет через 2 дня или какие будут последствия через 10 лет. Об этом знаете только вы. Поэтому всегда нужно проявлять в своих требованиях последовательность. А для детей это особенно важно, потому что для детей, для того, чтобы понимать, что им делать, рамки, как, собственно, и режим, особенно для маленьких, да, очень важен. Что же со всем этим делать? Первое – это сосредоточиться на цели вашего поведения. А цель вашего поведения – это нормализация пищевого поведения ребенка. Все мы хотим, чтобы наши дети питались более правильно, питались здоровой едой, сбалансированной едой, да, которая приносит пользу, которая позволяет сохранять уровень сахара в норме. Поэтому больше все-таки нужно слушать разум, а не чувства. Да, мы все любим наших детей, и да, нам бывает очень жалко, но при этом все равно нужно научиться говорить «нет». Нужно не вовлекаться в эти манипуляции и уметь четко и спокойно выставлять границы дозволенного, то есть занимать позицию руководящего взрослого, найти какие-то прямые воздействия на ребенка, честные, без манипуляций, потому что взрослые тоже очень часто манипулируют детьми, и в том числе и едой. Еда не должна быть наградой. Нельзя говорить ребенку: вот давай ты сейчас сделаешь то, а я тебе дам конфетку. Еда должна всегда оставаться только источником энергии, чтобы потом ваши дети, опять же, в ответ вам не манипулировали той же едой. Очень важно хвалить и признавать успех своего ребенка, который связан с быстрыми углеводами. То есть, если ребенок смог свое сиюминутное желание погасить, посчитал, включил эту конфету в общий прием пищи или дождался вас, очень важно проговорить ему о том, как вы им гордитесь. Через проговаривание для ребенка ваша похвала все-таки более очевидна. И это такой дополнительный стимул, чтобы и дальше продолжать так себя вести. Если ребенок в очередной раз что-то не то съел или съел много, то постарайтесь не акцентировать на этом большое внимание, а проговорить, почему он ошибся. Он не смог подождать, или, может быть, он не смог посчитать. То есть, чтобы это был как опыт, на который можно опереться и выстроить на этом опыте в следующий раз какое-то, да, успешные какие-то шаги, и чтобы в следующий раз получилось гораздо лучше, а не он просто от вас более научился грамотнее скрываться. Чаще говорите ребенку, как вы его любите, и чаще проводите с ним время, и старайтесь, чтобы оно было качественное, потому что можно просидеть с ребенком 2 часа рядом, занимаясь своими делами, но для него это не имеет такого значения, как для вас. Взрослому достаточно видеть своего ребенка рядом или знать, что он где-то в доме там чем-то занимается, например, если это подросток, а ребенку важно именно качество того времени, которое вы с ним проводите. То есть пускай это будет, если вы очень заняты, 20 минут, но вы будете эти 20 минут делать именно то, что хочет ваш ребенок. Старайтесь также включать ребенка во все, что связано с диабетом. Конечно, в зависимости от возраста и от его возможностей, но по мере того, как ребенок растет, его можно привлекать к тому, что вы делаете сами, то есть потихоньку перекладывать на него какие-то обязанности. Например,
считать хлебные единицы. И можно превратить это в игру, да, в семейную игру, то есть пускай вся семья в этом участвует. Например, посчитать на скорость. Или сначала на глаз предположить, сколько там будет хлебных единиц, а потом посчитать, и кто выиграл. Или кто быстрее посчитает. Или кто заведет самый, не знаю, самый подходящий для вас дневник, где будут прописаны уже все ваши домашние блюда, где будут прописаны там хлебные единицы, и чтобы им было удобно пользоваться, и вы все могли принимать в этом участие. Очень важно учитывать мнение ребенка. Например, если вы хотите перейти на правильное питание, постарайтесь заменять продукты постепенно и учитывайте интересы ребенка. Предлагайте ему альтернативы. Не можете компенсировать коровье молоко, предложите ему овсяное, если он очень любит, или миндальное. Не можете компенсировать торт, предложите ему ПП, десерты. Они сейчас готовятся без муки, они тоже очень вкусные, и их гораздо легче компенсировать, чем торты с мукой. Начинайте готовить какие-то альтернативные блюда, придумывайте вместе с ребенком рецепты. Для ребенка очень важно, когда его мнение учитывается, когда у него спрашивают, что же он хочет. И так гораздо легче прийти к полезным пищевым привычкам, чем терпеть все ваши вот эти нововведения и потом просто втихаря где-то кушать там с другом или на кухню себя потихоньку таскать, или опять же, как я говорила, в той столовой выносить хлеб. Старайтесь налаживать дни ребенка так, чтобы не было места скуки, и чтобы все сферы, в которых он занят, были сбалансированы. Нельзя заставлять ребенка учиться в ущерб прогулкам или общению с друзьями. Это также важно для подростка, как и учеба. Вот. И иногда с помощью сладостей дети, они снимают напряжение или тревогу, или когда они перегружены, да, то есть мозг требует быстрого удовольствия или сладенького. И поэтому сбалансированный режим дня для ребенка не менее важен, чем сбалансированный прием пищи. Также, возможно, стоит поискать с ребенком какие-то альтернативные занятия, которые приносят удовольствие. И попросить его, например, написать что-то, что ему очень нравится делать, на бумажке. Или всю семью в это включить, да? Потом подумать, как можно вот эти все занятия встроить в жизнь семьи, и повесить где-то себе как напоминание, да, и как для поддержки. Что же можно сделать вместо того, чтобы скушать конфет? Это могут быть и прогулки, это может быть и спорт, это может быть и какая-то настольная игра с друзьями, это может быть и рисование. Вариантов много-много-много. Причем это будет полезно и не только вашему ребенку, но и вам, и всей вашей семье. И самое главное, не торопите события. Помните, что любые изменения в жизни, любые формирования новых привычек, они всегда требуют времени, они всегда требуют затрат, как эмоциональных, так и физических, так и финансовых. И результаты мы получаем все-таки, когда делаем все потихоньку, маленькими шагами и постепенно. И если вдруг в этом пути у вас что-то не получится, или будет несколько шагов назад, ничего страшного, помните, что это опыт, тоже опыт, который позволит вам анализировать все свои ошибки и дальше идти к своему успеху. А я желаю вам этого успеха, желаю вам ровных сахаров. Берегите себя и будьте здоровы!